Прывітанне. Вы глядзіце праграму «Пік свабоды». З вами я, Юрый Дракахруст. Тэма выпуску «Мір ва ўкраіне і нацыянальныя інтарэсы Беларусі». Сёння наш гость, былы дыпламат, даследчык Цэнтру новых ідэяў Павел Мацукевич. Павел, добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Павел, 10 гадоў таму у Мінску пачаліся перамовы лідараў Нямецчыны, Расіі, Францыі і Украіны. Гэтыя перамовы прывялі да заключення мінскіх пагадненняў. Цяпер прэзідэнт ЗША Дональд Трамп ужо вядзе перамовы наконт заключення міру ці перамір'я ва ўкраіне. На ваш погляд, у чым гэтае пакуль гіпатэтычнае пагадненне будзе падобнае, а ў чым адрознае, не падобнае на тыя мінскія пагадненні 2015 году? Ну, тут важно отметить, что тогда, в принципе, США не участвовали в нормандском формате переговорном, который привел в результате к подписанию этого соглашения. Само соглашение десятилетней давности, если анализировать его сегодня и анализировать именно его текст, не вдаваясь в подробности или не думая о том, собирались ли стороны его выполнять и так далее, оно было, в общем, особенно с точки зрения сегодняшнего дня, выгодным для Украины, потому что оно предполагало так или иначе возвращение и ЛНР, и ДНР в состав Украины на особых условиях, там, с особым статусом для отдельных районов, но так или иначе речь шла о возвращении Украине территорий, кроме Крыма. В новом соглашении или в будущем соглашении ситуация, скорее всего, не будет настолько благоприятной для России. Ее ждут, я думаю, в любом случае серьезные территориальные потери. Для России или для Украины? Для Украины, извините, оговорился. Я думаю также, что в отличие от того переговорного формата или от тех соглашений, сам формат он имел достаточно узкую рамку. Он ограничивался пределами Украины. Сейчас Трампу нужно решить более серьезную задачу. Мне кажется, ему для начала нужно достигнуть компромисса с Россией насчет будущей так называемой архитектуры безопасности в Европе. Каким-то образом придумать новую рамку, в которой будут учтены в том числе интересы России. И я думаю, только вот после достижения компромисса в отношении этой рамки станет возможным достижение некого соглашения и уже непосредственно по Украине. Шановні глядачі, я нагадаю вам, що ми у прямым эфіры, так што, калі ласка, ставьте лайки, пишите свае пытанні, пишите каментары, але толькі ў тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Павел, ну і яшчэ одно адрозненне. Тады як бы пастаўніком добрых паслугаў, ну як мінімум, была Беларусь, быў Лукашенко, як ён тады распавядаў, што насіў, так бы мовіць, вёдрамі каву для удзельнікаў перамоваў. Зараз в его паслугах не будзе патрэбы? Я думаю, что шансы сохраняются, и если послушать представителей Российской Федерации, российской стороны, то белорусская площадка фигурирует в качестве возможной для проведения переговорного процесса по Украине или его части. Да? Тем более, что, если говорить о шансах, нужно вспомнить, что несмотря на то, что эта война, эта большая война начиналась с территории Белоруссии, буквально там через очень короткое время, именно на территории Белоруссии состоялись два первых раунда мирных переговоров. Так что я думаю, что в принципе, и еще с учетом того, что Путин сейчас сильно ограничен в географии своих передвижений, Минская площадка одно из тех мест, где могут пройти эти переговоры или какая-то часть, в общем, этого мирного процесса. Павел, новая адміністрацыя Злучаных Штатаў у знешняй палітыцы робіць націск, акцэнт на нацыянальных інтарэсах Амерыкі. Пра гэта гаворыць і прэзідэнт Трамп, і яго дзяржсакратар Рубіо. Мы будем рабіць толькі тое, што будзе на карысць Амерыкі. Всё астатняе нам не цікава. Вот
з гэтага пункту гледжання, калі як бы экстрапаляваць этот падыход, а ў чым палягаюць нацыянальныя інтарэсы Беларусі? Ну вот адносна гэтага гіпатэтычнага міру ў цяперашняй вайне. Не інтарэсы Лукашэнкі, не інтарэсы Ціханаўскай, а менавіта нацыянальныя інтарэсы Беларусі, которые, может быть, кто-то з іх толькі прадстаўляе, а можа, они у них супольныя, я не ведаю, як вам это бачыцца? Я думаю, что следует несколько слов сказать, откуда они в принципе могут проистекать, эти национальные интересы Беларуси, с чем они связаны. Они точно связаны с тем положением на карте, то есть тем местом, где находится Беларусь. Они связаны со спецификой белорусской экономики, которая открыта, а значит нуждается в благоприятных внешних условиях для торговли, для внешней торговли, а это значит в нормальных отношениях с соседями, нуждаются в доступе к морским портам, потому что Беларусь не имеет выхода к морю, а значит в нормализации отношений с соседями, которые этот доступ имеют, и так далее, и тому подобное. Для Беларуси национальным интересом Беларуси этот мир очень может сильно, так сказать, повлиять на национальные интересы Беларуси и их учесть. Можно рассматривать разные сферы. Вот если мы, например, возьмем безопасность. Недавно Беларусь подписала с Россией договор о гарантиях безопасности. Но это гарантии безопасности со стороны России, но не от России, не от российской агрессии. И заключение мира, опять же, если вернуться к тому, о чем я говорил в начале, по поводу того, что Трампу нужно будет, как мне кажется, еще найти некую рамку новой архитектуры безопасности в Европе. Так вот, эта новая архитектура европейской безопасности или безопасности в Европе может дать, так сказать, некую гарантию и Беларуси, дополнительную гарантию безопасности для Беларуси, на случай агрессии со стороны России. Ну, достаточно условную, но тем не менее. Этот мир может привести и должен привести к нормализации отношений с Европейским Союзом. То есть сама нормализация отношений с ЕС и вообще с западными странами, она в интересах Беларуси. Этот процесс может произойти и при Лукашенко еще. Другое дело, что сам Лукашенко является теперь фактором, который сильно ограничивает возможности этой нормализации. Но она нужна Беларуси, опять же, по экономическим причинам, чтобы открыть границы, чтобы были сняты ограничения на внешнюю торговлю, на доступ к морским портам стран соседей и так далее, и тому подобное, как говорится. В общем, здесь, ну и знаете что, еще, поскольку этот мир потенциальный, если действительно к нему придут, он приведет к нормализации отношений по линии Запад и Россия, ну вот эта нормализация, она тоже, в принципе, в интересах Беларуси. Если, ну, в частности, возобновится энергетическое сотрудничество между ЕС и Россией, значит, оживут вот эти нефти- и газопроводы российские, которые проходят по территории Беларуси, сейчас стоят сухими. Значит, по ним пойдет нефть и газ, значит, Беларусь начнет зарабатывать снова на транзите. Транзит, в принципе, выйдет из состояния угрозы, в котором он находится сейчас. Это очень важная статья доходов для Беларуси. И, в принципе, и потенциально и сейчас она в силу конфликта с западными странами находится, в общем, под угрозой, если брать, допустим, тот же китайский транзит. Павел, вось МЗС Беларусі пэўны час таму, калі ўжо гучалі заявы прэзідэнта Трампа пра тое, што ён дасягне міру, нават за 24 гадзіны абяцаў, ну 24 гадзіны прайшлі, ну што ж, это справа такая. Вот. Дык вот, МЗС Беларусі казаў, што Беларусь павінна прысутнічаць на гэтых перамовах, павінна удзельнічаць. Александр Лукашенко на прэсавай канферэнцыі ў дзень выбараў 26 студзеня таксама казаў пра это, што вот добра было б, але кшталту я не набіваюся. У крайнім выпадку Путин все скажет. Давайте послушаем, что он сказал. Два вопроса. Наши интересы и безопасность в регионе. Я исходил из этого. Но
честно вам говорю, чтобы вот так вот я с ума сходил, чтобы вот мы должны быть за столом переговоров, у меня этого нет. Ну, без меня будут там решаться вопросы. Ну, так там старший брат же будет. Там же будет президент России, без него-то точно не будет переговоров. Вы что думаете, что он нашу позицию не поддержит, белорусскую? Тем более она абсолютно не обременительна ни для России, ни для Украины, ни для Запада. Павел, ну а все-таки, на ваш погляд, какая имоверность того, что Лукашенко все-таки в некой форме запросить за этот стол, ці за некий приставны стол, так бы мовить, так сказать, гостевый стол. І таксама пытанне, наколькі это будзе адпавядаць нацыянальным інтарэсам Беларусі, про которые мы уже казали. Ну, я думаю, если представить, что компромисс о некой вот этой новой рамке безопасности в Европе между США и Россией достигнут, то тогда этот вопрос может, как сказать, пуститься в массы и начаться широкое обсуждение, именно международное обсуждение, там, в виде какого-нибудь саммита в стиле Хельсинки, нового Хельсинки-2, да, с широким участием заинтересованных стран. И вот в таком широком саммите, конечно, очень легко себе представить в качестве участника Беларусь. Ну, я думаю, что участие Лукашенко, если руководствоваться интересами Беларуси и считать, что участие Беларуси в этой конференции важно, то да, это в большей степени соответствовало бы интересам Беларуси, национальным интересам Беларуси, чем участие демократических сил. В силу того, что он осуществляет, так скажем, эффективный контроль над этой территорией, от него зависят некие решения. Павел, а вот некоторые выказывают думку, что ну, а які вот сенс и кому корысть от того, что кремлевская марионетка будет сидеть за столом разом с Путиным. Он сам вот на этой пресс-конференции сказал, ну, в крайнем выпадку Владимир Владимирович наши интересы отстоит, выкажа нашу позицию. Так тады ці это какой-то троллинг, некая гульня. Он сам себе признае марионеткой. Калі он кажа, что Путин в крайнем выпадку выкажа его позицию, так тады в чем его позиция? Ну, дело в том, что он на этот счет делал несколько, скажем так, ситуативных заявлений, противоречащих друг другу. И первое заявление об участии, о необходимости обеспечения участия Беларуси в соответствующих мирных переговорах он сделал, если я не ошибаюсь, еще в апреле 2022 года. То есть почти как только началась эта большая война в Украине. Дело в том, что его участие в такой конференции, в каком-то широком формате, оно как раз откроет возможности для нормализации отношений Беларуси и стран Запада. И ради этой нормализации уже стоит, чтобы он в такой конференции побывал. И по экономическим причинам, и по человеческим причинам, потому что это, скорее всего, разблокирует в итоге и границы, и возможности контактов, и возможности обменов, обучений, и командировок, и так далее, и тому подобное. В этом смысле, да, будут учтены и его какие-то личные, скажем так, интересы, связанные с признанием, но понимаете как, он же в данном случае играет на стороне победителя, если говорить здесь и сейчас об этой войне. Шановні глядачі, нагадаю, що ми в прямому ефірі. І у нашому YouTube-каналі ми розмістили питання, ці варто запрошати Лукашенку на мирні перемови по Україні, коли яны адбудуцца. Калі вам бяспечна адказаць на гэтае пытанне, мы будем вам за гэта удзячны. Павел, вот яшчэ такое пытанне. І Лукашенко, і Ціхановская, як не дзіўна, абодва спасылаліся на гісторыю, на рыйскую дамову паміж савецкай Расіяй і Польшай,
калі за сталом перамоваў прадстаўнікоў Беларусі не было ніякіх, нават савецкай Беларусі. Савецкая Украіна была, а савецкая Беларусь прадстаўляла таксама Москва. Вось, на ваш погляд, што дае, ну вот да вас пытанне як да дыпламата, што дае прысутнасць за сталом, нават калі ў тебя слабыя пазіцыі, нават калі ў тебя адны шестеркі, няма козырёў? Ну, в какой-то момент ты, по крайней мере, имеешь возможность заявить протест. И это может повлиять на исход в итоге всего переговорного процесса. Но я думаю, что в нашем случае сейчас именно не стоит сравнивать это дело с Рижским миром. В конце концов, ведь речь не идет о... Скажем так, этот костюм рижский нужно примерять сейчас, или можно примерять сейчас к Украине. Вот насколько судьба Украины будет решаться, есть такая вероятность, что как раз судьба Украины будет решаться без участия Украины. Такой риск есть. И Рижский мир в этом смысле найдет свое некое повторение. В белорусском случае об этом речи не идет, поэтому и Лукашенко-то, в принципе, позволяет себе такие, в общем, противоречивые заявления, когда Путин может представить и интересы Беларуси. Но я думаю, что просто сам Лукашенко прекрасно понимает, что предел мечтаний вообще, и это было бы действительно в национальных интересах, если бы сам переговорный процесс произошел в Минске, если бы он снова там носил кофе, заряжал телефоны, ноутбуки и раздавал пищу и бумагу, а все это дело в итоге было названо Минском-3, это был бы идеальный вариант, который, во-первых, позволил бы несколько реабилитировать репутацию Беларуси, с учетом вот этих обвинений в агрессии, в соучастии в агрессии и так далее и тому подобное. Ну и плюс само по себе учесть интересы Беларуси. Да? Ну, опять же, повторюсь, они в данном случае не сказать, чтобы сильно рассматриваются или находятся, вот как бы, это тот пирог, который сейчас будут делить. Для Украины, да, но для нас весьма опосредованно. Для нас, для Беларуси, это прежде всего шанс нормализовать отношения с западными странами. И это, так совпало, что это в интересах и режима, и в наших национальных интересах. Павел, а вот до национальных интересов все ж таки нават удзел в перамовах, а тым больш, калі они будут в Менску, так это значит, что удзельнічае президент Лукашенко. Ці не? Фактично это признание. Калі вот побач сидять там, я не ведаю, Трамп, Путин, Лукашенко, он в яком статусе? Просто як некий белорусский мужик? Нет, значит, он таксама такі, так сказать, меньшей державы прадстаўнік, но прадстаўнік. И не просто, как вы сказали, кто контролирует территорию, крышечку больше. Это в интересах Беларуси. Опять же, это путь к нормализации отношений. В этом смысле, я думаю, что мы можем я думаю, что на это можно закрыть глаза. Если переговоры просто формально будут происходить в Минске, он не окажется за их столом, он просто будет принимающей стороной, дарить цветы и делать все то, о чем он рассказывал раньше, да, и все, что делал действительно в 2015 году. Если это будет условно Хельсинки-2, да, некая там новая ОБСЕ, то да, его участие, и если это все будет предполагать некие подписи под документом, это будет таинством признания президентства Лукашенко, вне всяких сомнений. Но я думаю, что за это не имеет смысла держаться сейчас. Да? Если ставить во главу угла действительно интересы Беларуси, необходимость нормализации отношений, разблокирования границы и так далее, вопросы безопасности, то этим можно пожертвовать. Мы с ним и так ничего не можем поделать, как бы кто его ни называл. Кто-то называет
ну, от всяких плохих и хороших слов, да, палитра здесь очень широкая, но тем не менее он остается главой государства де-факто, человеком, указы которого в этой стране исполняются уже 5 лет, и есть основания думать, что и ближайшие 5 лет тоже будут исполняться. Павел, а цяпер ізноў да амерыканскіх нацыянальных інтарэсаў, якія новая адміністрацыя ставяць у цэнтр сваёй знешняй палітыкі. Гэта рэакцыя на выбары 26 студзеня, дакладней яе адсутнасць. Краіны Еўразвязу і паасобку, і разам свое стаўленне выказалі, адмоўнае стаўленне, і нават з заявамі пра тое, што Лукашенко нагул не прэзідэнт. А са Злучаных Штатаў у дзень выбараў дзяржсакратар Рубіо вітаў вызваленне амерыканскай грамадзянкі ў Беларусі. І ўсё. Ён больш ні слова пра Беларусь не сказаў. Прадстаўніца Злучаных Штатаў в АБСЕ выступила з рэзкай заявай, і эта рэзкая заява знікла з сайта прадстаўніцтва праз кароткі тэрмін. А часу ўжо прайшло, хутка месяц будзе. Рэакцыі няма, значыць, ёй не будзе. Чаму? Это новае бачанне нацыянальных інтарэсаў? Ці проста рукі не дайшлі, часу не было, ці, ведаеце, па формуле этого Бродского. Нет. По формуле Бродского, когда его спытали, ему сказали, видите, Евтушенко в Москве выступил супраць калгасов, а он сказал, коли Евтушенко супраць, тогда я за. Коли Блинкин сказал, что выборы в Беларуси кепские, новая администрация просто промолчала. Ці это некий крок куда-то, магчыма, на нейкіх перамовах з Менскам, пра што недавно намекаў Воскресенскі, што можа Менск яшчэ каго-нибудь выпусціць, калі амерыканскі амбасадар прыедзе ў Менск? Мне кажется очень важным то, что произошло освобождение этой гражданки. Да? Это очень важный жест, и, возможно, он многое объясняет и в поведении Соединенных Штатов, в этой паузе, да, потому что, в принципе, осудить можно в любой момент. Но если подумать, если оглянуться назад, посмотреть на прошедшие 5 лет, что дали, в общем, эти осуждения, да? Поэтому, может быть, Соединенные Штаты застыли в ожидании каких-то новых жестов или шагов со стороны официального Минска, да? Мне хочется, по крайней мере, думать, что в этом есть некая новая стратегия. Да? Они дают Лукашенко шанс каким-то образом проявить себя и, так сказать, перезагрузиться, условно говоря. Да? Продемонстрировать некие шаги, которые могут быть встречены нейтрально-доброжелательно. Поэтому, примерно так. В принципе, вы понимаете, ведь логика, если дипломатия строится на национальных интересах, это открывает широкое поле возможностей, в том числе для таких автократов, как Александр Лукашенко. Это примерно как, когда Уинстон Черчилль говорил, если Гитлер вторгнется в ад, то я готов замолвить из-за дьявола доброе словечко. Если возможно, если Александр Лукашенко сделает еще какие-то важные с точки зрения ожиданий американской стороны действия, возможно, в отношении Беларуси будут изменения в политике. Они, в принципе, напрашиваются сами по себе, потому что, понимаете, 5 лет прошло, и, в принципе, результатов той политики нету, независимо от того, проводила их эта администрация или та. Если исходить из прагматичных соображений и руководствоваться интересами, то, само по себе становится очевидным, если ты что-то делаешь, это не приносит какого-то результата, то нужно как-то поменять действия.
Але ведаеце, вот я читаў інтэрв'ю Fox News дзяржсакратара Рубіо, і ён там сказаў адносна Нікарагуа, адносна Венесуэлы, я выбачаюсь. Он сказаў, што Венесуэла вызваліла некалькіх амерыканцаў, некалькіх амерыканскіх грамадзянаў, але з гэтага не вынікае, што мы прызнаем легітымнасць Мадура, сказаў Рубіо. То есть вызваленне некалькіх, здаецца, 6 амерыканцаў як бы не вядзе к прызнанню, а вызваленне адной амерыканкі в Беларусі вядзе? Все очень отличается. Венесуэла это рядом, Беларусь это далеко. Там Алиеву вообще позволено никого не освобождать, кого он сажает. И это как-то не влияет на признание или непризнание его легитимности в качестве президента. Ну, таких примеров масса. То, что позволено многим автократам по миру, не позволено Александру Лукашенко только потому, что он управляет государством, расположенным там, в центре Европы. Да? Вот и все. Поэтому я бы не... Восприятие Беларуси и восприятие Венесуэлы, мне кажется, это разный спектр интересов Соединенных Штатов. Вот у нас отгук на ваш выступ. Лукашенко не может представлять национальные интересы Беларуси. Он представляет только свои интересы. Жаль, что ваши представления о национальных интересах такие же, как у Лукашенко. Ну, такое меркование. Вы не хотите его прокомментовать? Ну, дело в том, что он и управлять-то страной не может. Он управляет уже 5 лет и будет еще и дальше управлять. Тут, увы и ах. Я, до речі, хочу агучыць лічбы вот на пытанне, ці варта запрашаць Лукашэнку. Варта 11, не 68, не ведаю 21. Ну, не абсалютная большасць, што не трэба. І даволі немалая частка просто не ведае. Складаная для многіх, відаць, пытанне. Шаноўныя гледачы, калі бяспечна, адказвайце, пішыце свае меркаванні. А зараз, можа, уже менш пра Злучаныя Штаты, больш пра Европу. Я хочу адштурхнуцца ад заявы, которую зрабіла учора на прэсавай канферэнцыі былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк. Я нагадаю, она правяла за кратамі 4 гады. Вот што она сказала. Патрэбна жорсткая блакада гэтага рэжыму, жорсткая эканамічная блакада. Інструменты блакады, я думаю, всім відавочныя. Гэта Беларусь транзітная краіна. Чаму дагэтуль ідзе нейкі гандаль з канцлагерам? Чаму праз Беларусь, якая фактычна з'яўляецца акупаванай тэрыторыяй, дагэтуль ідзе нейкі транзіт? Гэта ганьба цывілізаванага свету. Пагатоў, што, як я даведалася, вышэўшы вось на воду, што дагэтуль не ўведзены санкцыі менавіта за палітвязняў. Гэта наш сорам. Я лічу, што мы мусім дапрацаваць гэтую сітуацыю, каб былі санкцыі менавіта за палітвязняў. Павел, як вы лічыце, цывілізаваны свет, на які спасылаецца Паліна, прислухаецца, і наколькі яе прапановы адпавядаюць нацыянальным інтарэсам краінаў цывілізаванага свету? І Злучаных Штатаў, ну вот мы пра іх пагаварылі, а іншых, Европы, Нямецчыны, Францыі, Еўразвязу? Ну, мнение Полины, безусловно, важно, особенно как мнение. Но тут дело в том, что такие голоса или хор таких голосов в принципе гастролирует по Европе, ну, в общем, все это время. И эти мнения пользовались популярностью, это было мейнстримом и, в общем, генеральной линией. Однако, ну, как бы уже более-менее понятно, что, в принципе, это все как некий метод лечения той проблемы, от которой это все было задумано, не помогает и во многом даже имеет массу побочных эффектов. Ну, по большому счету и в отношении Беларуси, и в отношении России, тем более, введено беспрецедентное количество санкций и по масштабам, и по объемам.
И тем не менее это никак не отразилось, да, на поведение ни одного режима, ни другого. Войну не остановило, не ограничило их возможности и так далее. Ужесточение, в принципе, санкционного режима, оно было бы возможным по линии Совета Безопасности ООН, как это происходило во многих случаях, когда Совбез принимал соответствующее решение, и все страны были вынуждены его соблюдать, и тогда действительно в отношении, с теми странами, в отношении которых эти меры вводились, с ними весь мир прекращал контакты. В нашем случае этого не произошло, в белорусском случае достаточно, в принципе, было только поддержки России. А белорусский режим пользуется не только поддержкой России, поддержкой гораздо большего количества стран. В общем, все это не рабочая схема, и понимание этого, мне кажется, возникает в том числе уже и в европейских странах. Возможно, еще от этой мысли не отказались политики, но я думаю, на следующей волне выборов этих политиков больше не будет у власти. То есть избиратели, скорее всего, проголосуют за тех, кто будет предлагать другие меры. Будут ли они эффективными, это вопрос большой, но мне кажется, этот тренд в прошлом. Ну, вот вы кажете в мінулым, але, глядзіце, і напярэдадні выбараў у Беларусі 26 студзеня і пасля, Европа говорила практично одним голосом, акрамя Орбана. Але все астатнія, Орбан, как бы мовіць, изгой, а все астатнія абсолютно солидарныя. Як бы вы гэта пракаментавалі? Чаму вы лічыце, што яно все зменіцца? А можа, не зменіцца, можа, вот они выказали свое меркаванне. Во-первых, опять же, сложно отказаться от своих убеждений и признать какую-то там неправоту. Для этого политики должны прийти к власти, новые политики. Да? Они уже идут, те, кто сейчас будут в ближайшее время выборы в Германии, там люди идут с несколько иными или совсем с иными подходами. Да? Поэтому я думаю, что в этом смысле Европу ожидает обновление правящих элит и появление каких-то новых идей. Плюс, не будем забывать, что все-таки отдельные страны очень сильно вложились в эти механизмы санкционные, в поддержку белорусских демократических сил. Прежде всего, это страны непосредственно соседи Беларуси, Польша, Литва, Латвия, опять же, которые выступают чуть ли не основными локомотивами санкционного давления на режим, при всем, что сами тоже от этого сильно, как мне кажется, страдают. В общем, я думаю, что, понимаете, ценностный подход, судя по всему, он немножко уходит в сторону. И приходит, скорее всего, к власти будут приходить более прагматичные люди, которые будут считать деньги. И это приведет к тому, что станет совершенно четко понятно, что многие санкционные механизмы, принятые в отношении, в частности, России, там более все очевидно, они скорее были более болезненными для самих инициаторов этих санкционных режимов, нежели чем для России. А результативность их оказалась, в общем, нулевой. Для многих стран Европы, это, во-первых, и сама война, и эти санкции явились серьезным экономическим вызовом. Прежде всего для тех, кто считался локомотивами европейского развития. Германия, да, допустим, которая потеряла доступ к российским энергоресурсам, которые во многом, это действительно так обеспечивали в последние годы, по крайней мере, десятилетия, конкурентоспособность немецкой промышленности во многом. Да. Запад ушел с белорусского и российского рынка, и это место не осталось пустым. Пришли конкуренты из азиатских стран, заняли все ниши, и, как говорится, кто от этого больше пострадал. Ситуация, которую должны были решить санкции, не разрешена. Экономические потери большие, рынки потеряны. Кто-то за это должен ответить, я думаю, в глазах избирателей. Я думаю, этим ответчиком станут действующие в странах Европы сейчас власти.
Павел, про яшчэ один механізм, про его, дарэчы, і Паліна казала на сваёй прэс-канферэнцыі. Ну вот с лета мінулага году мы убачылі дзіўны по-свойму феномен, это памілаванне. 10 раундов помилований. Так эти все помилования людей, которые написали прошение о помиловании. Але, 10 это уже не сказать, что это там какой-то пробный шар, там это некий просто жест доброй воли. Есть меркаванне, что вот гэта і ёсць дэманстрацыя таго, што санкцыі працуюць. Вот як бы не было б санкцыяў, так можа і вот не вызвалялі, а так Лукашенко прымусілі. Вот он вызваляе. Не? Хіба не? Хіба это не аргумент супраць вашага погляду? Ну, дело в том, что персоналии, в отношении которых, скажем так, действительно режим мог чего-то достигнуть в результате их освобождения, и ради освобождения которых отдельные страны угрожали, в том числе и заблокировать транзит, они не были освобождены. Поэтому у этих всех освобождений была своя какая-то внутрирежимная, скажем так, логика или внутренняя логика. Это и были, с моей точки зрения, это было своего рода и есть своего рода приглашение западным странам к диалогу, к обсуждению, которое звучит еще предложение перевернуть страницу, рассылал веером еще покойный Владимир Макей, по-моему, в апреле 22 года. Или даже 21-го, могу ошибаться. В общем, это давнее предложение, теперь подкрепленное определенными шагами. Выходят не те, кого, скажем так, хотел видеть Запад, или на освобождении кого настаивать действительно ежедневно Запад, или можно так сказать, что настаивать. Выходили отдельные люди, на освобождении кого настаивал Запад, и это было как раз результатом не введения санкций, а результатом переговорного процесса и отдельных уступок. Ну, скажем, самый яркий пример связан с гражданкой Беларуси и Швейцарии, двойное гражданство, да, Натальей Херши, освобождение которой лоббировала Швейцария. Швейцария, это был долгий переговорный процесс, Швейцария аккредитовала своего посла в итоге, ее освободили, и Швейцария затем ввела и вводила и продолжала вводить санкции. То есть это не связанные процессы. Репрессии не прекратились. Вот чтобы было, наверное, явным, с моей точки зрения, сигналом того, что давление действует, если бы в ответ на давление прекратились репрессии. Я думаю, что репрессии прекратятся как раз параллельно с процессом. Как только начнется диалог и нормализация отношений с Западом, тогда начнется и процесс прекращения репрессий. Вот это явление взаимосвязаны. Ускорить этот процесс, я думаю, может, вот если Беларуси повезет и какая-то часть переговорного процесса вернется в Беларусь, или Беларусь в принципе станет местом этих переговоров, ну тогда режиму придется вести себя поприличнее. То, что режим может вести себя иначе, ну мы же видели его разным. А вы не лічыце, што якраз можа быць зусім іншы эфект? Бо зараз так ці інакш рэжым адчувае ціск. А калі з ім ведуць перамовы, яму штосьці абяцаюць, то рабі, што хочаш. Можна і больш людзей сажаць, адних выпускаць, а других сажаць. Як бы, чаго баяцца? Калі гэтыя все слабыя, калі яны ідуць насустрач, то як бы, чаго саромецца-то? Нет, так дело в том, что, мне кажется, режим, в общем, нуждается или хочет только одного, чтобы его признали таким, какой он есть, и оставили в покое, примерно как оставили в покое там, лидеров в Центральной Азии, да, правителей СНГ, чтобы вот просто признали его таким. Такие особенности характера у режима, да, и все на этом. Режим готов, он вполне договороспособен. Это подтверждается фактами. Теми фактами, что в результате
прямых переговоров с Лукашенко на свободу выходили люди, совершенно разные, с разными сроками. Это тоже является фактом. Сейчас режим выпускает людей, 10 волн этих, да, я думаю, что будет еще, потому что они могут себе это уже позволить. Они могут, в принципе, выпустить всех, условно говоря, одномоментно, потому что точно так же они всех практически одномоментно могут посадить. Режиму уже ничего не угрожает. Он нуждается просто в признании. И своей победы, устоял, победителей не судят, все, оставьте меня в покое. Давайте дружить, я даже могу быть вам полезен. Не считайте меня марионеткой, у меня есть своя линия, у Беларуси есть свои интересы, и Беларусь может играть важную роль вот в этой будущей архитектуре безопасности. И это тоже, в общем, факт. Павел, а вы скажите, як вы тлумачите такую речь, вы уже пригадывали некоторые краины, ну вот есть, скажем, Туркменистан, есть Китай, есть Египет. Во всех этих краинах шмат палітвязнів, насамрэч. Можа, нават прапарцыйна больш, чым у Беларусі. Ну, прынамсі іх много. У адносінах з гэтымі краінамі праваабарончы кейс, лёс палітвязняў – это проста не тэма. Ці ім так кажуць, што ну, добра было б, каб вы вызвалілі. Ну, там кажуць, ну, можа быць, і добра было б. Но мы про это с вами размаўляць не збіраемся. А чаму з Беларусью это все-таки захоўваецца? Таму, што Беларусь в Европе, таму, што спадзяюцца, што як бы таким чынам можна прывесці да нейкіх палітычных зменаў у Беларусі. 20-й ж год быў, беларусы ж показалі, што ну, як бы яны все-таки для них не абыякавая свобода. Які ваш адказ? Чаму это все-таки, чаму Захад про это размаўляе с Беларусью, с Лукашенко? Ну, потому что, опять же, специфика немножко другая. В истории Беларуси при Лукашенко ни один оппонент его не сидел пожизненно. Да, были убиты в начале, там, президентские, исчезнувшие политики и люди, но, в принципе, его оппоненты, бывшие оппоненты на выборах, они какой-то срок сидели и выходили на свободу, что вообще не является случаем или похожим случаем во многих других странах, да? Азиатских странах, назовем это так. Поэтому планка ожиданий, планка требований к Беларуси, она в принципе выше, опять же, исходя из того, где находится Беларусь. Ну, почему сейчас это все несколько затянулось, мне кажется, как бы все далеко зашло. Плюс на это на все наложилась война, развязанная Россией в Украине, и факт, так сказать, соучастия Беларуси в этой войне, и то, что Беларусь продолжает помогать России в этой войне. Хотя, ну, опять же, это вещи, мне кажутся, взаимосвязаны. Если бы началась нормализация, ну, Бог его знает, как бы повел себя Лукашенко в отношениях с Россией. По крайней мере, он пытался от нее дистанцироваться и пытается, в общем, по сей день. Все попытки там наладить тесное взаимодействие с дальней дугой, особенно с Китаем, они как раз направлены на то, чтобы как-то одособиться от России, насколько это возможно. Да, не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос. Захад это пакуль не ацаніў гэтыя яго як бы трепыханні і жесты, наколькі я зразумеў вашу думку. Ну, я думаю, что Запад сильно вложился в белорусские демократические силы. Вот на этом витке белорусской истории, это так называемая революция, значит, Светлана Тихановская, офис, кабинет, это все вот продолжается пока. Я не понимаю, чем это продиктовано, кроме того, что, ну, как бы вот есть определенные инвестиции, которые вложены в этот процесс, и как-то сложно назвать это все провалом, да, и по инерции
весь этот процесс продолжается. Ну, плюс не особенно уступчив и белорусский режим в силу разных причин, опять же. С отдельными странами, прежде всего с соседями, ну, действительно, очень все далеко зашло. Если брать Польшу, Литву. Ну, опять же, мне кажется, что это все преодолимо с учетом того, что ключевое западное государство, Соединенные Штаты Америки, делает ставку, насколько можно судить по их высказываниям и действиям, на дипломатию интересов. А это создает возможности для очень разных компромиссов, неожиданных. И это как раз, на мой взгляд, почему и можно говорить о каких-то шансах мира или перемирия в Украине, именно потому, что вот эта дипломатия интересов. С Россией, если, на мой взгляд, США с Россией могут нащупать этот баланс, потому что есть сферы, в которых эти страны являются партнерами важными по части там, ядерной безопасности, борьбы с терроризмом. А эта тема очень важная для США. По части противостояния с Китаем до вот этой украинской кампании Россия была в этом смысле, я думаю, рассматривалась Соединенными Штатами в качестве стратегического партнера. А вось у межах гэтай, як вы сказалі, дыпламатыі інтарэсаў, ці застаецца, ці захоўваецца нейкае месца для дэмакратычных сілаў Беларусі? А тут вопрос нужности. То есть все же достаточно... В этом циничном мире все становится очень простым и понятным. Вы полезны не потому, что вы католик и противостоите гугенотам. Вы полезны только тем, что вы можете принести свою какую-то пользу, да, или не можете. И в этом смысле Александр Лукашенко может быть потенциально полезен. Он демонстрирует свою полезность, освобождая, ну, о чем мы можем судить очевидно, на примере освобождения американской гражданки. Ну вот он важный для новой американской администрации момент вдруг освободил американскую гражданку. То есть вот он в этом демонстрирует некую свою полезность. Он может ее продемонстрировать, с моей точки зрения, есть потенциал и в сфере безопасности, и в сфере отношений с Россией, понимания процессов, потому что он тот политик, который в последние годы больше всех и чаще всех и интенсивнее всех контактирует с Путиным и может понимать, и может быть даже носителем некой важной информации. С демократическими силами, ну, они реципиенты помощи, объективно, поэтому они не являются носителем действия, они не контролируют, ну, какую-то пять земли, там, я не знаю, в Аршанском районе, где может быть какой-то важный ресурс природный для американской администрации. В общем, здесь я понимаю Европейский Союз и многие страны, которые по-прежнему активно взаимодействуют с демократическими силами, потому что они вложились в это. Это как бы их, во многом их детище, и уже расстаться, так сказать, как говорил белорусский классик, с любимыми не расстаются. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў былы дыпламат, даследчык Цэнтру новых ідэяў Павел Мацукевич. Я агучу лічбы нашага апытання, ці варта запрашаць Лукашэнку на мірныя перамовы па Украіне. Так, 11%, не 70% і не ведаю 19%. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, якімі будуць мірныя перамовы па Украіне, хто в іх будзе ўдзельнічаць, вы, шаноўныя гледачы, можете сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» в нашай праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.